Абхазия – маленькая, немногочисленная республика, которая в политических играх мировых держав не имеет подобного влияния и изменить ситуацию не в силах. Однако важно держать руку на пульсе и понимать, в каком направлении двигаться дальше. Важно осмыслить и объективно оценивать происходящее. Специалисты Центра социально-экономических исследований организовали круглый стол «Абхазия. Новые геополитические вызовы», чтобы обсудить эти вопросы. Не говорить об этих проблемах, не обсуждать их, не реагировать на те вызовы и угрозы, которые происходят и в отношении Абхазии в том числе, мы считаем невозможным. Мы будем говорить об Украине, мы будем говорить о Нагорном Карабахе, мы будем говорить о Ближнем Востоке. Вопрос внешних угроз и безопасности нашей республики никогда не терял актуальности, но нынешняя ситуация на Ближнем Востоке приняла масштабный характер и кровавый окрас. Сотни тысяч убитых мирных жителей ярко демонстрируют готовность противоборствующих сторон пойти на крайние меры. Человеческий потенциал все более и более снижается, и верхи получают огромное пространство и возможности, чтобы они между собой могли выяснять отношения. Даже 1,5 миллиона, которые по соседству нам собрали недавно, провели митинг, и тут значения не имеет. Для тех, кто воюет, убивают детей, женщин, стариков и прочих, мирное население уничтожают. Последствия военного конфликта более чем осязаемы и все ближе подступают к Кавказскому региону. В аэропорту Дагестана минувшей ночью были беспорядки. Граждане протестовали против высадки беженцев. Также арабские беженцы пытались попасть и в Абхазию. По словам секретаря Совета безопасности Сергея Шамба, они нелегально пересекли реку Ингур, однако были задержаны пограничными службами. Арабские беженцы, поскольку они нелегально пересекли, российские пограничники, конечно, их арестовали, передали нашим властям. Но по закону у нас полагается статья за незаконное пересечение границы, но мы, естественно, по отношению к беженцам не стали применять такие меры, но так удалось договориться с международными организациями гуманитарными, чтобы их вернули назад в Грузию. И в дальнейшем можем тоже с этим сталкиваться. В любом случае мы прекрасно понимаем, что Абхазия всегда в таких процессах, которые происходили в мире, всегда была вовлечена. Поэтому сейчас опасности нас могут ожидать любого характера. Мы должны быть к этому готовы, это понятно. Наша сила в союзе с Российской Федерацией. И это дает нам хорошие гарантии безопасности. Участники круглого стола говорили о том, насколько сильно изменилась политическая конъюнктура. Прозвучало мнение, что ООН создает условия для бомбы замедленного действия. Об этом уже заговорили во всем мире, отметил заведующий кафедрой журналистики Абхазского госуниверситета Гурам Амкуаб. Внешняя политика – продолжение внутренних процессов, отметил доцент кафедры теории и истории государства и права сочинского филиала РУДН Беслан Камки. Он привел несколько аспектов обстоятельств, приведших к вооруженному конфликту не только на Ближнем Востоке. Он считает, что человечество начала 21 века превзошло неравенство в период Средневековья. Действительно к этому привело еще, что мир не знал пока такой дифференциации социальной, как сегодня, начало 21 века. Фактически тот золотой миллиард, о котором мы говорим, сравнивать сравнение такое со средневековьем, мы превзошли, современное человечество превзошло то неравенство, которое было в средние века. Ни в какие времена такого неравенства не было. Конечно, это одна из причин серьезных. Что мы можем, то есть мы ничего не можем, действительно так оно и есть. Но я боюсь сказать и скажу, наверное, что никто не может сегодня повести мир куда-то. То стабильное состояние. То есть, да, она может сказать, но никто не согласен с одним проектом. Кризис тогда, когда нет консенсуса ни по какому-то одному из проектов, который предлагается. Сложно прогнозировать, как будут развиваться события, считает доктор исторических наук Аслан Авизаба. Прежде всего, это связано с тем, что человечество само по себе меняет облик и стираются человеческие ценности. Сергей Миронович говорил о каких-то красных линиях, которые нельзя переходить. Мне кажется, их давно все перешли, и уже не осталось никаких линий.
единственная красная линия, когда страна, которая называется Соединенные Штаты Америки, превратила в заложников своих внутренних проблем весь остальной мир, все остальное человечество почувствует угрозу на себе. Вот когда это произойдет, я не могу сказать. К сожалению, вот от некоторых политологов я слышу, что для меня нет в этом мире хороших. То есть, когда мы говорим, там, евреи плохие, арабы плохие, или там грузины хорошие, мы плохие, для сторонних наблюдателей никого хороших нет, потому что все нарушают какие-то принципы с точки зрения морали и нравственности. Другое дело соотношение этой морали и нравственности в позиции каждой из сторон. Все происходящее в мире – это проекты транснационального капитала, считает руководитель администрации президента Абесалом Кварчи. Транснациональный капитал должен сохранить свою власть и свое влияние. Вот причина всех войн. Все, что происходит, происходит по сценарию. Случайностей не бывает. Все идет, и Украина давно была запрограммирована, война, и то, что сейчас, вот я думаю, наше преимущество, мне так кажется, в том, что мы все-таки признанное государство, может, не всеми государствами, но признанное государство. У нас есть какие-то союзнические обязательства, какие-то договора и так далее. Это то, что вселяет оптимизм. А так говорит в мире, что демократия, мы ездили, мне казалось, вот мы им все расскажем, они сразу поймут, что правда на нашей стороне, когда идет какая-то программа. Демократия, к сожалению, это инструмент влияния. Участники круглого стола говорили и о минувших событиях в Нагорном Карабахе. По словам депутата парламента и представителя армянской общины Абхазии Левона Галустяна, в настоящее время идет сбор гуманитарной помощи для беженцев из Нагорного Карабаха. Круглый стол «Абхазия. Новые геополитические вызовы», конечно же, не решит глобальные проблемы, как и итоговое заявление, принятое в результате обсуждения. Эта встреча ярко демонстрирует обеспокоенность и переживания за маленькую Абхазию в быстро меняющемся мире. Асида Малия, Камила Джоупо, Абхазское телевидение.